Если какие-то проблемы у меня, я никогда не показываю это на сцене. Я пытаюсь показать красоту танца, хореографию нашу красивую, крымско-татарскую именно хореографию, красоту нашего великолепного танца, крымско-татарского, нашу грацию. Вот на сцене я передаю именно характер этого танца. Было, что я палец поломала прямо на сцене, но дотанцевала, никто это не понял, поняла только я после. Ну, нормально. Я выхожу на сцену, я забываю обо всем. Насколько себя помню, столько и танцую. С детства, с самого малого детства я занимаюсь хореографией, именно крымско-татарской хореографией. Приехав из Узбекистана, это было в 1989 году, я записалась в кружок Яшиляда. Мне очень хотелось танцевать. Я увидела объявление и записалась. При школе у нас был коллектив Эльзара Баталова и мама Зера Ханум. Преподавала также Гонджелер коллектив крымско-татарский. Я и туда записалась, ходила в 2 коллектива. Отец был против. Но благодаря бабушке Нурия Бита, она вот настойчиво, это мать моего отца, она настойчиво говорила, пусть ребенок, вот он хочет работать по этой профессии, пусть идет учиться, пусть работает, не трожь ее. У меня очень долго не было детей. У меня есть подруга, и она говорит, давай соберем тебе коллектив, работай с детьми, мозги не засоряй свои. С 10 детей, 10, 15. Как сказать, душу вкладывала в этих детей, я понимала каждого ребенка. Вы знаете, через какое-то время у меня появились свои дети. Сразу двойни. Поэтому я понимаю детей, каждого ребенка. Вот у меня коллектив, я каждого ребенка понимаю по взгляду. Каждого, по именам, все. Я, когда работаю с детьми, я получаю такой адреналин. И энергетика от детей идет очень положительная. И мне никогда я не устаю, когда работаю с детьми. И я, наоборот, раскрываюсь больше, и мне хочется больше сделать и больше поставить постановок. Если мне скажет ребенок, блинчики хочу, я могу в 5 утра, в 4 утра, я могу в 3 часа утра нажарить, приготовить. Это у меня не проблема. Я могу сутками не спать, но каприз детей на первом месте. Как вы все это успеваете? Успеваю. Вот адреналин детей. Муж очень хорошо к этому относится, он это уже привык. Поэтому у меня муж такой очень капризный в еде. Он одну еду 2 раза не ест, и мне приходится готовить несколько блюд. Мне когда маленькие были дети, у меня такая коляска была двойная. Я одной ногой качала, другой у меня катались манты. Поэтому одновременно все. Я говорю, жизнь прекрасна. Я так долго ждала этих детей, поэтому спасибо Аллаху, что Он мне их дал. Когда они родились, жизнь для меня вообще поменялась. Вы знаете, я по-другому стала смотреть на жизнь. Жизнь настолько прекрасна, когда есть дети. Честно, вот я вам говорю как мать. У меня 2 прекрасных сына, которых я люблю больше жизни. И готова ради них перевернуть горы. Я ушла, уже видно было. Мне уже нельзя было танцевать, потому что, извините, двойня. Уже положение было. Ну, я как родила, через месяц я вышла на сцену. Как раз у Аблязага юбилей был, помню. И я работала уже на сцене, была в форме. Я очень люблю ездить за рулем. Это успокаивает. А люблю ездить именно к морю. Дальние расстояния. Я такой человек, когда никогда в жизни руки не отпущу. Я упаду, дальше пойду. Поэтому я успеваю везде. Я люблю просто смотреть на море. Вот тогда у меня столько идей. Жить и наслаждаться каждой минутой.